В роботехнике есть термин «зловещая долина». Это когда робот или кукла слишком похожи на человека, но какая-то мелкая деталь выдает их искусственность, и это вызывает у нас первобытный ужас. В российском интернете этот термин обрел новое лицо. Сначала это была шутка про фильтры в Инстаграме, но в 2024 году эффект Долиной перестал быть смешным и стал по-настоящему зловещим. Как народная артистка превратилась в символ главной юридической дыры года, и почему песня про погоду в доме теперь ассоциируется не с уютом, а с отжимом денег. Разбираем анатомию мема. Контекст. От конфликта поколений к уголовному делу. Чтобы понять соль шутки, нужно кратко вспомнить базу. Раньше Ларису Александровну троллили за конфликт с Валей Карнавал и чрезмерный фейс-ап. Это были мемы про бумеров и зумеров. Но осенью 2024 года все изменилось. Долина заявила, что стала жертвой мошенников. Она сама продала свою элитную квартиру в центре Москвы, сама перевела деньги неизвестным, а потом через суд потребовала квартиру обратно. И тут на сцену выходит настоящая жертва – Полина Лурье. Женщина, которая честно купила эту квартиру, заплатила 112 миллионов рублей, а теперь по решению суда должна вернуть недвижимость Долиной. Итог: у Долиной квартира, у мошенников деньги. У Полины Лурье ни денег, ни квартиры. Рождение мема. Лайфхак имени Долиной. Общественность взорвалась. Люди увидели в этом не просто трагедию бабушки, которую обманули, а опаснейший прецедент. Если ты знаменитый и влиятелен, твоя наивность становится проблемой окружающих. Так родился новый жанр мемов – схема Долиной. Суть проста: ты совершаешь сделку, получаешь выгоду, а потом включаешь жертву гипноза и требуешь все назад, ссылаясь на давление мошенников. Саундтреком этого безумия стала песня «Погода в доме». Строчка «Главнее всего погода в доме, а все другое суета» теперь читается так: главное, что квартира осталась у меня, а твои 100 миллионов – это суета. Анализ. Почему это настоящая зловещая долина? Почему этот мем так завирусился? Здесь работает двойной смысл термина «зловещая долина». Визуальный аспект. Люди годами видели в соцсетях Долиной идеальную картинку, которая не билась с реальностью. Это подготовило почву. Второе. Моральный аспект. И самое важное. Мы видим человека, который по факту совершил действия, приведшие к убыткам третьих лиц. Но вместо ответственности мы видим позицию «я народное достояние, мне можно». Это вызывает когнитивный диссонанс. Общество спрашивает, почему Лариса Долина получает защиту системы, уничтожая добросовестного покупателя? Почему тысячи семей, продающие сейчас квартиры, оказываются обманутыми бабушками без денег и без жилья? Мы бы и не вспомнили про этот прошлогодний мем, если бы не прецедент. Тысячи семей оказались в той же ситуации, что и Полина Лурье. Мем стал защитной реакцией. Людям страшно. Страшно покупать вторичку у пожилых людей. Появился термин «риск Долиной». Риэлторы в панике. Покупатели требуют справки от психиатра у всех продавцов старше 60 лет. Вывод. Этот тренд – это смех сквозь слезы. Мы смеемся над абсурдными видео в ТикТоке, где парень просит вернуть деньги за отпуск, потому что понимаем, в реальности так может сделать только тот, у кого очень большие связи. История с Полиной Лурье показала, что закон в медийном поле работает избирательно. И пока суды решают, чья это все-таки квартира, интернет уже вынес свой вердикт. Эффект зловещей Долиной теперь это не про роботов. Это про то, как легко можно обнулить чужую жизнь под песню о зонтике. Берегите свои миллионы и внимательно смотрите, у кого покупаете квартиру, а то вдруг там погода испортится. Чекни нашу телегу и подпишись. А на сегодня все. С вами была Ульяна и канал UCH. Деградируйте интеллигентно. Пока.